когда у нас будет ближайший чемпионат мира в Якутске? Необходимо набрать определенное количество соревнований континентального и мирового уровня. А что вот с тех пор изменилось? Пройдет совсем немного времени, и якутские виды спорта, якутская олимпиада будет стоять наравне с мировыми олимпийскими играми. Это действительно история, которая заслуживает уважения, но вы уходите от ответа. Вот это был действительно финиш, это был такой шлагбаум, который закрывал развитие национальных видов спорта. Почему вы покинули пост? Чтобы заниматься усиленным масс-рестлингом развитием? Потому что я заболел такой благородной болезнью, которой болеют великие люди. А когда вы вообще отдыхаете? Хороший отдых – это переключение. Будет резкий прорыв лет через 5. Наш якутский масс-рестлинг будет на самых высоких спортивных мероприятиях. Иннокентий Григорьев, генеральный секретарь Международной федерации масс-рестлинга. Родился в семье учителей. Окончил физкультурное отделение педагогического факультета ЯГУ. В студенческие годы многократно защищал спортивную честь университета Якутска, Якутии и России. В качестве тренера подготовил 25 мастеров спорта России и Якутии. Его воспитанниками установлено 5 рекордов республики и 2 рекорда России. Под руководством Григорьева разработан республиканский образовательный стандарт «Физическая культура», а также комплекс нормативов РЛ и региональная комплексная программа физического воспитания учащихся. Он один из инициаторов и организаторов международных спортивных игр «Дети Азии», депутат Ильтюмен 5-го созыва. По представлению Иннокентия Григорьева, борьба хапсагай и масс-рестлинг официально признаны Международной федерацией объединенных стилей борьбы. В 2018 году был назначен министром спорта республики, однако в 2022 году ушел с поста по собственному желанию. Иннокентий Юрьевич, рада приветствовать вас в нашей студии. Давайте поговорим и о вас, и о масс-рестлинге. Хотя, кажется, все вместе переплетается очень честно, потому что именно с вашим именем связывают бурное такое развитие национальных видов спорта, и главным образом масс-рестлинг. И вот сразу такой вопрос, когда у нас будет ближайший чемпионат мира в Якутске, когда пройдет? Ну, в Якутске, я думаю, чемпионат мира у нас пройдет, по крайней мере, через 3-4, даже через 5 лет, наверное. Последний раз 4-й чемпионат мира мы проводили в городе Якутске в 2022 году. И в том же году Международной Федерацией было принято решение проводить чемпионаты мира ежегодно. По какой причине? Каждый год чемпионат мира проводить, это же на уровень, это огромная организационная работа. Ну, это такие требования, скажем, по развитию мирового спорта. У нас есть задача попасть в программу Олимпийских игр к 1936 году. Какая? Ну, несмотря на санкции, мы продолжаем исполнять принятые обязательства. И нам необходимо набрать определенное количество соревнований континентального и мирового уровня. Поэтому мы ежегодно проводим чемпионаты мира. Знаете, мы с вами когда-то разговаривали, встречались лет, наверное, 10 назад, подправьте меня, когда вот президентом страны Владимиром Путиным был подписан указ о внесении в реестр национальных видов спорта буквально 5 видов, и из них 2 или 3 это были якутские национальные виды спорта. Да, вот прыжки, да, якутские, масс-рестлинг. И борьба хапсагай. И вот борьба хапсагай. И тогда все очень радовались и ликовали. И где-то в кулуарах вот спортивного сообщества мне говорили о том, что это львиная доля вот работа непосредственно Григорьева, то есть вас. Что вот с тех пор изменилось? Так, по датам сделаем поправку. Это было как раз примерно 20 лет назад. 20? В 2003 году. В канун Дети Азии что-то это, по-моему, да? 20 лет уже. У нас случилось такое большое событие. Все наши основные национальные виды спорта, это якутские прыжки, масс-рестлинг и борьба хапсагай, были включены в Всероссийский реестр видов спорта. Но не указом президента страны, а приказом министра спорта Российской Федерации. Реестр. А я помню, что тогда как-то... Тогда Владимир Владимирович Путин высказал на заседании Госсовета по национальной безопасности,
о том, что национальные виды спорта в стране надо поднимать, развивать и продвигать до олимпийских высот. Но это такой яркий исторический момент был на самом деле, да, и вот сейчас вы же можете спустя уже, получается, 20 лет сказать о том, благодаря чему вам удалось добиться вот такого ошеломляющего результата. Это личные связи, это... Я бы сказал, это не личная моя заслуга, это результат наших энтузиастов, специалистов в области национального вида спорта, в области физкультуры и спорта. Это прямая заслуга, например, Кочнева Валерия Пантелеймоновича, нашего патриарха. Это работа очень многих людей, которые, начиная с 1923 года, с года образования Совета по физкультуре и спорту нашей республики, вели работу по сохранению, развитию, возрождению, даже можно сказать, национальных видов спорта. Кстати говоря, один из первых председателей Совета по физкультуре и спорту республики, Николай Гучин, он был врач по профессии, сказал такие крылатые слова о том, что пройдет совсем немного времени, и якутские виды спорта, якутская олимпиада будет стоять наравне с мировыми олимпийскими играми. Как в воду глядел. Поэтому вот эта вот составляющая вот наших предков. Ну, кстати, я попутно скажу, что есть еще более 200 народных подвижных традиционных игр народов Якутии. Вот они тоже очень интересные. Например, вот Хаблыки-Хамска сегодня уже как вид спорта. При этом они имеют огромный потенциал как реабилитационный для людей больных, заболевших, переболевших инсультом, другими нервными заболеваниями. Вот это все используют. Используют его даже при реабилитации детей с церебральным параличом. Вот. И есть более 200 национальных видов традиционных игр, которые сегодня мы культивируем совместно с НВК «Саха». И основным двигателем у нас был наш великий Валерий Пантелеймонович Кочнев. И мне в 1982 году посчастливилось с ним познакомиться и стать как бы его правой рукой, скажем, по-моему. Потому что он курировал медико-лечебный факультет, а я после армии поступил на медфак. И вот дружба эта и кураторство Валерия Пантелеймоновича привело меня в физкультурный институт, на педагогический факультет, физкультурное отделение. Я перевелся позже. И дальше вот свою жизнь связал с национальными видами спорта. Мы создали в 1992 году ассоциацию «Сахада спорт», которая до сих пор работает. И возглавляет его до сих пор один человек, это Александр Николаевич Кимкимян. Огромную работу тоже проделали в этом направлении. В 2006 году мы создали Центр национальных видов спорта имени Василия Манчара в спорткомплексе «Модун». Сегодня он стал прообразом создания таких центров в наших странах независимых государств. Это Узбекистан, это Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан. Осталось только сделать ассоциацию центров этих стран. Но, в принципе, это правильные шаги. И, кстати, все это было у нас рассмотрено при участии Штурова Вячеслава Анатольевича. Ассоциация «Сахада спорт» под его председательством провели очень большое совещание, где приняли концепцию развития национальных видов спорта первой четверти 21 века. Вы все красиво, правильно говорите. Это действительно история, которая заслуживает уважения. Но вы уходите от ответа. Каким образом получилось вот донести до коллег с федеральных структур, чтобы внесли в реестр вот федеральных видов спорта три якутских вида спорта? В 2007 году была принята новая норма закона о том, что национальные виды спорта могут развиваться только в пределах одного субъекта. Вот это был действительно финиш, это был такой шлагбаум, который закрывал развитие национальных видов спорта. Ни финансирования, ни с кем не поделиться, ни выездов. Ну, это было обусловлено тем, что у нас, как мне тогда объяснили Министерство спорта России,
куда я обратился За комментарием, да? ну да, скажем, за комментариями, скорее всего, да. Финансирования не хватало на подготовку к Афинской олимпиаде, поэтому такое было принято решение. Но мы начали с другими субъектами нашей страны, с Татарстаном, особенно большая работа велась. По пересмотрению данной нормы закона и благодаря нашему 4-му созыву депутатов Государственного собрания Иль-Тюмен, эта норма была пересмотрена. Госдума приняла решение отменить данную норму и открыть национальный вид спорта по всей стране. И это было так революционное начало, и мы на этой волне подняли, воспользовались, и центр у нас хорошо заработал, и закон мы свой приняли к этому времени по национальному виду спорта нашей республики. Тут вовремя можно вспомнить поговорку, да, нет худа без добра. Да, примерно так. А вы, не так давно занимали пост министра спорта. И помню, это назначение, опять-таки, очень многие, редко, когда кого назначают, начинают как-то широко этому радоваться. А в спортивном сообществе очень, с такой радостью приняли искренне, что это энтузиаст, и все будет у нас теперь хорошо. Но вы почему-то, немного проработали сравнительно, да, если так с другими коллегами сравнивать. Почему вы покинули пост? Чтобы заниматься усиленным масс-рестлингом, развитием? Я думаю, этот вопрос интересует, наверное, многих жителей нашей республики. Действительно, я был назначен министром в 2018 году. И в 2022 году я в феврале сложил пост. Это было по собственному желанию решение? Да, это было по собственному желанию, потому что я заболел такой благородной болезнью, которой болеют великие люди. Мы так смеемся уже сейчас. Это болезнь Паркинсона. Это получилось у меня осложнение после ковида. И мне пришлось написать заявление. Встретился я с Александром Сергеевичем. Он понял меня. И согласился принять мою отставку. И я, как говорится, перешел на более такую локальную, узконаправленную работу. Вернулся я в масс-рестлинг. Кстати говоря, многие очень обрадовались. Наши зарубежные коллеги. Это нормально, удивительно. Да, и сейчас я продолжаю трудиться в Международной федерации масс-рестлинга в качестве первого вице-президента и генерального секретаря. А что входит в ваши полномочия? За что конкретно вы отвечаете? Мои полномочия, я, получается, второй человек после президента. Президентом у нас является Александр Константинович Акимов. Непрерывно, начиная с 1996 года, возглавил и Республиканскую федерацию, потом в 2005 году возглавил Российскую федерацию. При этом он республику не сложил полномочия, а продолжал вести эту работу. А в 2011 году он стал президентом Международной федерации, когда мы создали Международную федерацию. И в одно время он сидел на 3 креслах и руководил и республикой, Россией и миром по развитию масс-рестлинга. А сегодня такие сложные времена. Например, в прошлом году, когда в Хиве мы проводили чемпионат мира, 27 раз играл гимн России. Победа. Да. Например, никто был не против. Сборная России выступала под своим флагом. В честь победы российских спортсменов играл гимн. Поэтому мы тут тоже помогаем. А я хочу сказать, гостями тогда в Хиве, в Узбекистане, было больше 100 стран. При этом были все руководители по спортивным направлениям, были более высокие гости. Это, как говорится, показатель того, что может, например, национальные виды спорта, как могут оказаться действия. Да? Так, работа, я бы сказал, еще такая, я заметил, невидимая. Например, все наши сограждане думают, что
проводимые чемпионаты мира, Европы, международные соревнования, куда ездят наши спортсмены, выигрывают золотые медали, приезжают, делает кто-то другой. На самом деле это всю работу делаем мы. Вот поэтому вот хотелось бы, конечно, чтобы у нас коллеги, в основном даже вот Министерство финансов, Министерство экономики тоже вы понимали, например, что вот эта работа ведется вот с нашей республики. Конечно, я сегодня хочу отметить, что у нас сегодня не хватает достаточно нормативных документов, которые могли бы вот в международном отношении вот работать. Но работа ведется, Министерство спорта по этому направлению работает. Наши депутаты тоже озадачены. Георгий Русланович Балакшин, сегодня председатель профильного комитета Госсобрания Ультимент, тоже понимает. Поэтому в ближайшие годы ожидаем принятия таких нормативных актов, которые могли бы нам более успешно, оперативно, широко, динамично развивать наши национальные виды спорта на просторах мира. Скажите, вы же также продолжаете активно ездить, да, по странам, как раньше? Да. Да? А когда вы вообще отдыхаете? Отдыхаю. Вы вообще отдыхаете, Иннокентий Юрьевич? Ну, как говорится, хороший отдых – это переключение. Приключения? Переключение Переключение. с одного вида деятельности на другой. Так. Но я переключаюсь на рыбалку, на охоту вот сезонные. Ну и с другой стороны в другую страну ехать тоже это переключение и приключения. Поэтому отдых, как говорится, у нас всегда Ну, присутствует. не забывайте о себе. Слава Нет, Богу. о себе не забываем. Это радует. Знаете, я помню, вы говорили о том, что перед тем, как вот начались вот чемпионаты мира по масс-рестлингу, вы говорили о том, что мы нашим спортсменам поставим задачу такую, чтобы они в ближайшие лет 10 или 15, вы сказали, держали марку лидеров, чтобы первые места занимали спортсмены только, ну, вот уроженцы Якутии. Держат марку, задачу выполняют? Да, эта задача выполняется. Марку лидеров, мировых лидеров наши спортсмены держат. Даже сегодня, спустя 20 лет? Сегодня 70% состава сборной страны – это якутяне. И я отмечу, что масс-рестлинг в нашей республике является базовым видом спорта. Это одним из основных 13 базовых видов спорта. Но это не только в Якутии. Например, в Чувашии тоже уже масс-рестлинг – это базовый вид спорта. Но я хочу отметить, что очень сильно прибавили за последние годы спортсмены из Кыргызстана. Они сегодня тоже в лидерах, сидят на втором месте после России. Тренируются больше? Почему? Они не только тренируются, они очень хорошо развиваются, потому что у них вид спорта сегодня, ну, масс-рестлинг имеется в виду, возведен в ранг государственные виды спорта. Есть заслуженные тренеры по масс-рестлингу, есть мастера спорта по масс-рестлингу. Очень много занимающихся. Ну, у них есть тоже свой национальный вид спорта, который называется таяк-тардеш. И как бы вот на этой основе как бы занимаются своим видом спорта. Очень такой хороший подход. При этом Узбекистан, Пакистан, Индия, даже тоже активно. Зарубежные страны, которые мы, как говорится, никогда и не думали, Бангладеш и так далее, вот очень хорошо развивает наш национальный вид спорта. Сегодня уже мировой вид спорта — масс-рестлинг. Если кого-то из якутян в качестве тренера пригласят по договору там, работать за границу, ну, в другую страну, должны ли они обучать каким-то вот секретам, хитростям, вот техники для победы? Ну, я понял вопрос. На самом деле вы задели такой очень интересный момент. Я бы назвал его такой социальный лифт для молодежи нашей страны, нашей республики. Они посредством масс-рестлинга сегодня имеют возможность посетить другие страны. Как вы сказали, могут поехать работать по контракту, могут перейти как спортсмен и стать одним из организаторов, руководителей
федерации в какой-то стране. Поэтому это вот решает очень такие глобальные вопросы. Ну, ваше личное мнение, они должны вот этим хитростям Я учить? думаю, Или лучше держать? и Как вот? если он работает тренером, он должен изучать, обучать всем азам. У нас секретов нет. Вид спорта достаточно простой, наглядный. Каждый разбирается в чем. Но, конечно, есть ноу-хау, который каждый тренер держит у себя в тайне. Но в ближайшем будущем все равно это раскрывается, становится достоянием всех. Ну, поэтому официального запрета, скажем, нет. Нас ожидают очень бурные события. Я как бы даже маленько обеспокоен календарным планом вот этого года. Потому что в сентябре у нас 2 крупных мероприятия, мега крупных мероприятия. Это 5-е игры, Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Казахстане. Буквально вот 5 дней тому назад я был в командировке в Астане. Идет глобальная подготовка, очень много новинок будет, очень много видов спорта, в том числе и масс-рестлинг. В принципе, все спортивные объекты города Астана закрыты на ремонт, готовятся к этим играм. Ну, как Якутия вот готовится к играм Дети Азии, у них примерно такая подготовка идет. Это Ну, очень серьезное, да, это очень серьезное мероприятие. И следом 15 сентября, на следующий день после окончания игр кочевников, начинаются наши российские крупные мероприятия. Это называется Всемирные игры дружбы. Иннокентий Юрьевич, вы самокритичный человек? Да, наверное. Ну, как проходит вот ваша... Вы анализируете свою работу или, не знаю, беседы, разговоры? Чаще себя ругаете? Конечно, анализируем. Мы делаем очень большие планы. Да я про вас говорю лично. Вот вы встретились с кем-то, руки пожали, вы потом анализируете, что сказано? Дальше пойдет разговор, дело или нет? Ну, анализирую, конечно. Ну, просто сегодня статус заставляет делать это. Например, с очень многими иностранцами у нас бывает телефонный разговор или подходят во время какого-то мероприятия. И там неправильно ответишь, неправильные выводы сделают. То есть вы тщательно подбираете то, что говорите, когда общаетесь качественно? Ну, пытаюсь, конечно, контролировать. Контролировать. А скажите, а с чем связаны вот ваши дальнейшие ваши мечты? О чем вы мечтаете? Я вот, например, посчитал, сколько лет я занимаюсь вот национальными видами спорта. Вы только не удивляйтесь, оказалось 47 лет. В 10 классе я попал на игры Манчары как участник. Так. После этого я принимал участие на играх Манчары еще 14 раз. То есть с 10 класса вы имеете в виду уже 47 лет? Да. Так. Это как бы как крепко засела в мою память, что я вот выбрал, забросил медицину, забросил все другие направления и вот занимаюсь национальными видами спорта. На самом деле это очень серьезный социально-экономический проект республики, который сегодня переносится на Россию. И сегодня вот игры кочевников и так далее взяли свое начало как раз игры Манчара. Теперь это переносится на мировой уровень. Кстати говоря, вот из 14 игр Манчары я 7 принимал участие как спортсмен, а 8 как организатор. Колоссально просто. Но вы не жалеете, что вы бросили медицину и ушли вот в организаторы спорта? Нет, я не жалею. У меня были очень хорошие учителя. Они как-то меня правильно напутствовали, и мой выбор одобрили, скажем. Алкивет Сидорович Иванов, наш знаменитый хирург, спортсмен. Легенда. Николай Антонович Гоголев, проректор тогда ЕГУ, тоже величайший спортсмен, чемпион Российской Федерации. Я попал в руки Николая Калинича Шамаева, тоже нашего великого педагога. Ну вот, как говорится, хорошие учителя. Наверное, вот поэтому мне кажется, что у нас все получается. Но я думаю,
будет резкий прорыв лет через 5. И вполне возможно, к 1936 году, это осталось 10 лет, скажем, примерно, чуть больше 10 лет, наш якутский масс-рейсинг будет на самых высоких спортивных мероприятиях. Якутяне будут радоваться. Поживем, увидим, и пусть все исполнится в самом лучшем виде. Спасибо вам большое за то, что сегодня вот уделили время и вот поговорили вместе с нами. Спасибо.